Всем привет, друзья! Маша сегодня на кухне занимается консервацией помидоров. Вот. А я немножко просто засниму. Всем привет. Так, что я расскажу немножко. Вот такие помидоры у нас, свои помидоры, да? И вот такие баночки. Баночки с крышками для закручивания, не для эти, которые, а винтовые пробочки такие. И каждую баночку Маша кладет лавровый лист. И штук сколько перца ты положила? Штук 5? 6 штук. 5-6 перца черного горошка и дольки чеснока. Каждую баночку где-то 3 долечки чеснока. Давай. 2 долечки чеснока. Вот такая консервация. Вот. Здесь у нас нарезан лук. Вот тоже. Маша делает еще на глаз примерно. Вот сколько она раз кончиками пальца взяла. Здесь сколько луковиц, Маша? Здесь 2 луковицы. Здесь 2 большие луковицы. Вот. И вот она распределяет поровну, чтобы как такового идеального рецепта, чтобы с граммами, там, граммульками нету. Вот. Ну, рассол, да, рассол как будет, я постараюсь поснимать, там сколько мы положили соли, да, что такое. И вот такие кусочки режет помидоры. И будет наполнять банку. Примерно сколько, наверное, помидоров? Грамм 600, наверное, помидоров на каждую банку уйдет. Ты правильно? Примерно, наверное, так. Я обычно так прикинул. Вот. И Маша наполняет вот эти баночки. Каждую баночку, вон еще 2 там баночки, не знаю, там хватит, не хватит на... Собственные помидоры. Ну да, со своего участка. Помидоры такие с открытого грунта в этом году сажали. Разный сорт, там и сибирский скороспелый, крупные, которые помидоры, и еще Балконное чудо. балконное чудо. Покажи, пожалуйста, балконное чудо, какая разница. Вот это балконное чудо такое круглое, как теннисный шарик. А сибирские скороспелые, он крупный такой, большой. Но мне нравится форма вот этого балконного чуда. Такие миниатюрные помидоры, крупнее, чем черри, но не больше, чем вот эти сибирские скороспелые. И вот видите, половину банку наполнила. Сначала на донышке лук, потом половину банки помидоров нарезала. И потом опять закрывает слой лука. Короче, все, друзья, слоями. Видите, лук, помидор, снова лук. Ой, там у нас кто-то плачет. Надо его выпустить на улицу, на прогулку. Напомню, банки, конечно, простерилизованные. Так, наполняем баночку. Сейчас вот одну банку покажу, как Маша наполнила, а потом уже одно и то же не буду, конечно, снимать. Вот. Прям плотненько так. Сначала подготовлю все, а потом буду делать рассол. Плотно вот это все. Ну-ка, как Кладу помидоры. Конечно, как огурцы, помидоры не получится класть плотно, но стараюсь. Ну, если как огурцы прижимать, то они потом раздавятся вообще. Ну и потом сюда же Вот так. последний слой лук. Наипростейший способ. Тут не надо ничего выдумывать. Слои. Лук, помидор, лук, помидор и лук. И следующая баночка пошла. Дело дошло, друзья, до рассола. У нас
Смотрите, там баночки все заполненные. Все 5 банок. Теперь здесь в кастрюле, я знаю, где-то литр 100 воды. Литр 100 воды. Соль сколько ты положил? Так, 1 столовую ложку соли и 3 столовые ложки сахарного песка. На литр 100 получается, да? Да. И потом еще 50 миллилитров 9% уксуса. А, здесь уксус, да. Добавили. Я говорю, я думаю, откуда уксусом пахнет. Так, 50 миллилитров, да? Да, потому что я примерно взяла, но не знаю, как с помидорами, потому что на 700 литров, 700 миллилитров. 700 миллилитров наполненным огурцами ушло где-то воды 250, 256, ну 257 миллилитров воды ушло. Вот я примерно рассчитала и также взяла. Не знаю, как с помидорами там выйдет. На 5 банок. У нас есть банки 700 граммовые, да? 250, да, вот как-то так. Литр 100 примерно вот взяла. Ну, 100. сюда надо литры 250 воды. Ну, литры 300 где-то. Надо добавить еще водички. Короче, перерасчет у нас. Воды нужно литры 250. И соли немножко там. Сколько тут было? Ложка была все. Маленькая. Ложка большая была, да. Ложка. И немножко, чуть-чуть соли еще, наверное, половину ложки добавили. Ну и сахар тоже Маша добавляет снова. Потому Ну и на глаз. Да. Еще на глаз, друзья, еще на глаз, но примерно, потому что многие пишут, что меряйте. Вот мы и меряем примерно, как получается, по-деревенски, по-простому. Так, это все надо что? Закипеть. Да? Закипеть вот этот рассол. Давай напомню. Литры 250 воды, с горкой сахар 3 ложки и с горкой соли 1 ложку. И уксус 50 миллилитров. Это должно все закипеть. Да. Вот этот маринад такой. А сюда я добавляю масло. Столовую ложку. Пока у нас, друзья, вода закипает, вот каждую баночку Маша кладет столовую ложку растительного масла. Ну, у нас масло рафинированное, такое и надо, наверное, давайте. Ну, без запаха. Да. Вот так. Теперь ждем закипания рассола. И продолжение нашей консервации. По-моему, там все закипело. Маша, он же хочет вот этот маринад. Ух, горячий. Наполняем банки, лишь бы хватил маринад. Не хватило. Хватит, наверное. Расчет точный. До миллиметра. Короче, не надо воды добавлять. Литр 100. В самый раз. Да. Это я Значит, Машу спутал. Да. Маша, извини. Я въезд в твои дела Вот тебе И- доказательства. и все испортил. Сейчас меня еще зрители будут ругать в комментариях. Ничего. Так, видите, Маша закрывает, но не закручивает. Потом буду стерилизовать. Здесь же на плите и в огромной кастрюле. Да. Вот такая здоровая кастрюля на плите. Там вода кипятится и в баночку. Ну, вода где-то не до самого верху, потому что крышка же открытая. И вот кипятится, так простерилизуется дальше. Так, сколько времени, Маша, это займет? 10 минут. 10 минут. 10 минут и вот потом вот эти еще 2 баночки
Вот так. И на донышке у нас что? На донышке Полотенце я туда положила. полотенце. Вот так. 4 слоя. Еще и пускай вот так 10 минут. И потом вторые эти остальные банки. Как только банки вытащим, то значит сразу будет Маша на горячие закручивать винты, да? Винтовые крышки. Вот так. Я сегодня наговорился, наболтался, будь здоров. Да еще и Маша помешал консервироваться. Рассол неправильно рассчитал. Вроде как по математике нормально голова шарит, а что-то я не рассчитал. Вообще не рассчитал. Ну, Машу все равно. Я тебя прощаю, что ты ошиблась. И хочу сказать, что я тебя люблю. Значит, И помидоры какое-то- мои не завяли. Видите, как значит, там? есть какое-то чувство, а не по математике там нужно там. По интуиции, что ли? Да, еще есть, да. Нет, по математике. Я просто не рассчитал плотность баночки, как ты засовывала помидоры, я просто не рассчитал это. И поэтому Ну, ошибся. 250, если считать 250, то, конечно, получается литр 250. Короче Но говоря, я взяла литр 100. поменьше. Литр 100 нужно. Литры 100 нужно. Потому что плюс-минус. Да. Всё. Извиняюсь, Мария Олеговна, извиняюсь. И как уже сказал, наша любовь не завяла, как вот эти помидоры. Ну, эти помидоры, они не завяли же. Там есть нормальная артмасса. Ну, я и не сомневаюсь, что это будет вкусные и очень прекрасные помидоры. Прекрасная закуска будет на зиму. Вообще замечательная. Так, первые банки у нас, друзья, продезинфицировались. Такой кипяток горячий. Вот. И Маша сразу закручивает на горячие. Плотненько такие. Вот так. Вторая банка. И вот эта банка тоже. Третья. И вот эти две банки уже потом пойдут сюда. Так. Так. Наши крайние баночки. Итак. Ну вот эти баночки тоже 10 минут будем, так сказать, ну и по-простому варить вот этой кастрюле. Добавили еще водички. А, водички надо добавить. Ну, она выпарилась. И немножко надо добавить. Не выпарилась, просто третью, если банку поставить, то, конечно, Я тоже неправильно рассчитал сейчас, да? А что-то я не подумал, что третий банк. Всё, я, короче, сдаюсь и не буду больше комментировать. добавлю водички. Так, время прошло у нас, и Маша уже достала там одну банку, уже закрутила, и вот крайняя баночка. Крайняя баночка, закручиваем. Этот бандит там опять пришел, опять орет, видите, какой звук еще. Так, баночки такие вот, все, закрутили, консервация закончена, вообще все прекрасно. И, конечно же, как-нибудь, это пускай промаринуется это все. Если сразу открыть, то, конечно, это ничего не будет, не будет вкусным. Надо, чтобы он промариновался в таком маринаде. И, конечно же, мы вам покажем как-нибудь, как будем это кушать, как будем угощаться этими помидорами. Вот так. Такая маленькая партия пока. Ну, помидоров много, будем дальше консервировать. И может даже, там закуски надо сделать еще. Закуски с рисом и всем вот эти. Очень вкусный рис с рисом. Закуска получается у Маши. Тоже из помидоров. И из перцев еще. Да? Ну, на этом наша консервация закончилась. Это такая, ну, небольшая партия такая вот.
этого плаксу взяла Маша на руки. Смотрите, плакса такой. Ноет и ноет. Сам спать хочет. Спит на веранде, спит на улице, дома не спит. Жарко ему дома. Вот. Рассол напишем, что и как там. И пока, ну, показать-то уже показали. Все прекрасно, все вкусно будет. А еще закуски будешь делать там с рисом, там еще будешь делать, да? Но если это уже при случае я засниму. Знаете, почему у меня консервации не получается снимать, как Маша консервирует? Потому что это как бы процесс не минутный. Это долго там, надо это все баночки приготовить, еще что-то. А Маша-то она быстро, раз быстренько приготовила, я смотрю, уже отстал. Когда замечаю иногда уже все, или приезжаю домой, а у Маши уже там все, заготовку уже сделано, потом уже после включаться тоже не очень охота. Ну, когда уже большинство дела сделано, чтобы уже потом там хвостик-то снимать. Надо от начала и до конца. Вот. Самые простые рецепты, конечно, я успеваю заснимать, а вот которые более сложные. не Это очень я не вот получается. что нарвала помидоров красных. Вот из этих я вот сделала вот этот пальчики. Салат называется «Пальчики оближешь». Ну, действительно, наверное, пальчики. и Не будем салат, облизывать. а помидоры называется «Пальчики оближешь». Мгм. Замечательно. Вот так. То, что набрала, вот из того и сделала. Потом у меня там все еще зеленые пока висят. Зеленых много, но вот А сейчас солнца мало. Погода вон как изменилась у нас. Холодно, 10-13 градусов. И не знаю, как потом там будут нет краснеть. Но если что, на Собирайте, да, в короб- ящиках, ко- коробках. разрывают в коробках, да, в темном месте. Раньше я помню в валенках мы это самое, мама, ну, валенки клали, там темно в валенках. Бандит нас служитель, наверное, как начал чавкать, кушать начал. Суп кушает. В прошлом году также в коробках же у нас краснели. Дозревали, да? Да. Еще немножко показали, друзья. Такое короткое видео. До новых встреч на нашей кухне. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. И как только вытащишь это, как только вытащишь, сейчас я. Вытащит. А. Вытащат.